Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Камшик-Шара. Я и мои коллеги из службы новостей готовы подвести итоги и рассказать о самых важных событиях в стране. И сегодня в выпуске. Парламент принял постановление о мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты. На некоторых заправках столицы 27 июня цены на топливо оказались ниже. Прошло 20 лет со дня смерти героя Абхазии, кавалера ордена Ахтсапша первой степени, военачальника и полководца генерал-лейтенанта Сергея Платоновича Дебар. Второй конкурс молодых лидеров социальной платформы «Будущее Абхазии» состоится в Абхазском государственном университете. Состоялось внеочередное заседание сессии парламента. В повестке дня был всего один вопрос – принятие постановления о мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты. Принятие данного постановления было инициировано Комитетом по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Соответствующее письмо было направлено спикеру, которое подписали 14 депутатов. В итоге 29 из 30 депутатов проголосовали за принятие текста постановления. Народное собрание парламента Республики Абхазия постановляет рекомендовать Кабинету министров Республики Абхазия принять срочные меры по обеспечению проведения эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты в части обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов на территорию Республики Абхазия по экономически обоснованным ценам до 7 июля 2022 года. Второе. Рекомендовать Кабинету министров Республики Абхазия отменить постановление Кабинета министров от 1 марта 2022 года номер 18 об утверждении порядка применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов, а также разработка нового постановления с учетом замечаний Комитета по экономической политике, реформам и инновационным технологиям и представить Народному собранию парламента. Третье. В случае невыполнения Кабинетом министров Республики Абхазия рекомендаций, изложенных в настоящем постановлении, парламент Республики Абхазия оставляет за собой право реагировать в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Между тем, на некоторых заправках 27 июня цены на топливо оказались ниже. Так, бензин марки АИ-92 на заправке «Азид» стоил 53 рубля 50 копеек, а бензин марки АИ-95 – 59 рублей. Как сообщается на официальном сайте топливной компании, это связано с изменением закупочных цен в сторону снижения. Закупочные цены на дизельное топливо не снижаются. Розничные и оптовые цены компании «Азид» обоснованы, утверждены и сбалансированы с точки зрения обеспечения бесперебойной работы. В зависимости от ситуации с закупочными ценами компании будут приниматься решения как в пользу повышения, так и в пользу понижения стоимости нефтепродуктов. Об этом нам сообщил генеральный директор компании Адамир Габуния. Да, действительно, в связи с изменением закупочных цен на топливо марки АИ-95 еще в мае месяце у нас поэтапно производилось снижение на АЗС. И вот на текущий момент топливо марки АИ-95 у нас стоит 59 рублей. То есть с мая месяца у нас произошло снижение с 65 до 59 рублей, то есть порядка 6 рублей. Что касается бензина марки АИ-92, по нему также произошло снижение. Сегодня стоимость в сети АЗС «Азид» составляет 53 рубля 50 копеек. Связано это с тем, что буквально недавно, 24 июня, мы получили подтверждение по контрактам по ценам на поставку, на следующую поставку, где цены ниже, и в связи с чем появилась такая возможность. К сожалению, в отношении цен на дизельное топливо ситуация остается негативной. Закупочные цены на дизельное топливо не снижаются. Как нам сообщили в компании «Апсны-Ойл», снижение цен на АЗС «Подорожник» запланировано на ближайшее время и находится на согласовании. Снижение цен будет с поступлением новой партии топлива, закупленной компанией по более низкой цене, ориентировочно на следующей неделе.
На минувшей неделе в Краснодаре состоялась встреча генерального прокурора Абхазии Дгура Агырба с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия. В городе Ессентуки состоялась встреча с заместителем генерального прокурора России, курирующим деятельность управления Генеральной прокуратуры в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Андреем Кикотем. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Агырба и Кикоти обсудили перспективы улучшения механизма оперативного разрешения вопросов, возникающих при исполнении запросов о правовой помощи по уголовным делам. Прошло 20 лет со дня смерти видного государственного деятеля, героя Абхазии, кавалера ордена Ахтзепша первой степени, военачальника и полководца, генерал-лейтенанта Сергея Платоновича Дбар. За безупречную службу в вооруженных силах Советского Союза Сергей Дбар был награжден орденом за службу Родине в вооруженных силах СССР третьей степени и 10 медалями. Во время Отечественной войны народа Абхазии, будучи кадровым офицером, Сергей Дбар организовал и возглавил боевое сопротивление абхазских бойцов, был командующим Гумесинским фронтом, начальником Генерального штаба вооруженных сил Абхазии. В конце августа 1992 года полковник Сергей Дбар был направлен на Бзыбский оборонительный рубеж, чтобы исполнять обязанности командующего Гагарским фронтом. С первых дней прибытия Сергей Платонович приступил к выравниванию линии фронта, обеспечению личного состава вооружения, продовольствием, обмундированием, установлению связей с местным населением. При его активном участии была разработана операция по освобождению Гагры. В дальнейшем при его активном участии была спланирована и успешно проведена июльская наступательная операция, которая стала переломным моментом в ходе грузино-абхазской войны. В ходе этой операции он проявил отвагу, храбрость в сочетании с искусством руководить войсками на полях сражений. Дбар был не только военным и государственным деятелем. После войны он активно участвовал в общественно-политической жизни страны, твердо отстаивал интересы ветеранов. На первом своем съезде 31 марта 1999 года ветераны избрали его председателем общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Амцехара. В нашей сегодняшней программе мы предлагаем вашему вниманию документальный фильм о Сергее Платоновиче Дбар. Второй конкурс молодых лидеров «Гордость Абхазии» социальной платформы «Будущее Абхазии» состоится в Агу. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 1 по 7 июля. Впервые этот конкурс прошел в 2020 году. Его победителями стали 5 финалистов. Они имели возможность пройти стажировку и повышение квалификации в Российской Федерации, а также образовательные курсы в ведущих учебных заведениях России. Подробнее в репортаже Рады Чачава. Говорят, главное богатство молодежи – беспредельная надежда и энтузиазм. В юности кажется, что ничего невозможного нет. Пожалуй, благодаря таким проектам, как «Гордость Абхазии», это ощущение становится действительным и неоспоримым фактом. Конкурс, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи нашей страны, состоялся впервые в 2020 году. По задумке организаторов, проект должен стать своего рода социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата Абхазии за счет представителей молодого поколения. Конечно, хорошо учиться за пределами, выезжать, получать дополнительное образование, здесь слов нет. Но все-таки надо возвращаться в Абхазию, потому что мы строим наше государство, абхазское государство, которое должно все-таки развиваться, да? И этому государству нужны кто? Люди со знаниями. Но еще дает конкурс, вот одно из таких моментов, по опыту работы вам скажу, что надо уметь готовить предложения. Будете работать в президентской структуре, в кабинете министров, вы будете готовить предложения для президента, для правительства, и эти предложения должны быть понятны, и на основе их принимаются решения. А уже будучи сами министрами, да, вы должны научиться принимать решения. Вот этому надо учиться всю жизнь. Желаю успехов. На участие в проекте в 2020 году было подано более 150 заявок. Финалисты и лидеры конкурса получили возможность пройти стажировку и повышение квалификации, а также образовательные курсы в ведущих вузах России.
Финалист конкурса «Гордость Абхазии» Милана Цвижба поделилась впечатлениями от проекта, поблагодарила социальную платформу «Будущее Абхазии» за возможность получить неоценимый опыт и знания. И, конечно же, дала совет будущим участникам. Если я скажу, что это был крайне информативный, крайне увлекательный, такой испытывающий тебя процесс, я вот прям не совру вам совсем. Это было очень интересно. С многими ребятами мы до сих пор общаемся. Те идеи, которые были нами озвучены, они находят свою реализацию каждый день. Когда будете проходить каждый из этапов, будьте в себе уверены максимально, не стесняйтесь, думайте масштабно, цельно излагайте свои мысли, да? То есть как бы сначала себе объясните, что вы хотите сказать, что конкретно вы хотите поменять или подкорректировать. Так или иначе вы найдете свое применение. Вас обязательно услышат, и вы будете делать большие и добрые дела для нашей страны. Конкурс «Гордость Абхазии» раскрывает потенциал не просто талантливых и одаренных представителей молодежи, но и ярких личностей, способных добиваться высоких результатов в стране, отстаивать ее интересы на международной арене. Постоянно нужно повышать свой интеллектуальный уровень, свое образование. И чем больше, в общем-то, человек сумеет познать, тем, в принципе, как индивидууму ему самому легче жить. Но, с другой стороны, и общество развивается. Серьезное, хорошее мероприятие, которое подстегивает молодежь. Я вам скажу больше, оно подстегивает и старшее поколение, потому что хочется, чтобы наша молодежь становилась лучше. Заявки будут приниматься с 1 по 7 июля. По итогам конкурса будут выбраны 3 победителей. После просмотра видеоэссе и после того, как конкурсная комиссия ознакомится с резюме, вы будете приглашены на собеседование, индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией. И по итогам первого этапа будет сформирован первый рейтинг конкурсантов. Во втором этапе вы будете проходить единый управленческий тест, и путем кумулятивного подсчета баллов будет сформирован уже второй рейтинг конкурсантов. В третьем этапе вас ждут управленческие игры, и у вас появится возможность презентовать свой собственный проект развития нашей страны согласно вашему профильному направлению. Подробная информация об условиях и этапах конкурса будет доступна на всех страницах проекта в соцсетях. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. С 1 июля в Абхазии вводятся новые тарифы на электроэнергию. В связи с этим РУП «Черноморэнерго» напоминает всем абонентам о необходимости погашения долгов. Для этого необходимо до 5 июля обратиться в районные отделения энергосбыта. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 28 июня, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 14-19, днем 21-26 градусов тепла. Температура морской воды плюс 23 градуса. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.